Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, вот уже 3 недели под священными сводами православных храмов раздается песнопение «Покаяние отверзями двери безнадачи». Это песнопение, или вернее вопль, истомившегося во грехах человеческого сердца, из уст церкви, но от нашего имени, он несется к небу и проникает к престолу Божию. Милосердие Божие, всегда готовое на помощь кающимся, слышит нашу скорбную молитву, нашу просьбу. Завтра начинается Великий пост, а нынешний воскресный день называется в русском православном народе прощенным воскресеньем, от доброго благочестивого обычая и спрашивать в этот день прощения друг у друга перед Великим постом и говением. Но мы не должны забывать второго литургического названия этого дня – изгнание Адама из рая. Все мы знаем, что человек был создан для жизни в раю, для того, чтобы общаться с Богом. Адам был изгнан из рая за то, что нарушил заповедь Создателя – не вкушать плодов от древа познания добра и зла. Казалось бы, великое ли зло вкусить запрещенных плодов, но неисчислимое множество потомков Адама 1000 лет расплачивает за это смертью. Нарушение заповедей, то есть грех, лишил человека блаженной жизни, и существование его на земле стало изгнанием. Прародители согрешили прежде всего ослушанием, то есть своеволием. Приступив заповедь, люди исполнили свою волю, подчинив ее воле дьявола. Прародители соблазнились видимой приятностью плодов и согрешили таким образом и невоздержанием. А разве мы не подвержены таким же страстям? Мы также грешим и ослушанием, и своеволием, и невоздержанием. Есть очень хорошее стихотворение, которое, к сожалению, я не могу рассказать, но я постараюсь передать его содержание. Супруги, муж Пахом, жена Евдокия работали в одном барине. Однажды, возвращаясь вечером с полевых работ уставшими, они завели разговор. Евдокия говорит Пахому: вот Ева согрешила, а мы теперь по ее вине страдаем. А Пахом отвечает: да я Адам виновен наших страданий, потому что он послушал Еву. Этот разговор каким-то образом услышал их господин и говорит ему: вам трудно? Хорошо, я сделаю все, чтобы вы не имели нужды ни в чем. Я дам вам хорошее жилье, я обеспечу вас хорошей одеждой. Вам не нужно будет трудиться, чтобы зарабатывать средства к существованию. Каждый день для вас будет накрыт стол. Только я вам ставлю одно условие. Из всех блюд, которые будут на столе, вы можете есть, а одно блюдо будет стоять закрытым, и вы не должны будете его открывать, чтобы даже не видеть того, что в нем находится. И вот началась новая беспечальная жизнь для Пахома и Евдокии. Они переселились в новый добротный просторный дом. Их обеспечили хорошей одеждой, обувью и всем необходимым для жизни. Им не надо было трудиться, не надо было заботиться о еде. 3 раза в день для них накрывали стол, а на столе отдельно ставили блюда, закрытые сверху, которые после трапезы убирали. Но что в нем находилось, Пахом и Евдокия не знали. Прошло сколько-то времени такой беззаботной сытой жизни, и вот однажды за обедом Евдокия говорит Пахому: а что же все-таки находится в этом блюде под крышкой? Хотя бы только посмотреть или лизнуть языком один разок, ведь от этого ничего не убудет. Пахом помолчал, а потом ответил: в самом деле, а почему не посмотреть? И вот Евдокия снимает крышку с блюда, а из-под нее выскакивают 2 мышки и убегают. Евдокия от неожиданности с испугом роняет крышку, она падает и разбивается. В это время открывается дверь, входит барин. На этом закончилась привольная, беззаботная жизнь Пахома и Евдокии. Им снова пришлось перебираться в свою избушку и трудиться на барском поле, чтобы в поте лица зарабатывать свой хлеб. В общем, началась прежняя жизнь со всевозможными лишениями и испытаниями. Так непослушание, нарушение условий, поставленных господином, лишило Пахома и Евдокию беззаботной жизни, так же, как и лишило в раю наших прародителей Адама и Еву за нарушение ими заповедей Создателя.
Святая Церковь накануне Великого Поста вспоминает изгнание Адама из рая для того, чтобы побудить нас, грешников, к покаянию. У нас бытует нелепая кощунственная поговорка: не совершишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься. А ведь сущность покаяния есть ненависть к греху. Но возможно ли эта ненависть в том, кто рассуждает о грехе как о необходимом условии спасения? Если грешник не имеет ненависти к греху, то напрасно считает себя кающимся. Пусть никто не думает, что можно грешить в надежде на покаяние. Нужно возненавидеть грех во всех его видах и степенях, и слезами покаяния омыть его в дни Святой Четыредесятницы. 3 недели Святая Церковь от нашего имени взывала к Господу. Покаяние, отверзни двери, жаднодавче. И вот приблизился это спасительное покаянное время. Пост только представляется мрачным, но в действительности это свет после ночи. На пост восстает только плоть. Дух же наш любит пост. Приступим же к посту, истинно понимая цель и цену жизни во плоти, но не ради плоти. Все мы должны чувствовать свое греховное падение и должны искать восстание. Пост необходим для покаяния, но пост не только телесный, но и внутренний, духовный. И нет такого греха, который не простил бы Господь и своим милосердием и своей неизреченной любви к нам, падшим. Но это величайшее благо, прощение наших грехов, Господь поставил в зависимости от того, как мы сами поступаем по отношению к другим. Послушаем еще раз отрывок из Евангелия, который мы слышали сегодня о божественной литургии. Сказал Господь: если вы будете прощать людям согрешения, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения, то Отец ваш не простит вам согрешения ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою, умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкопывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, где воры не подкопывают, не крадут, и где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Это евангельское чтение дает указание, что нам надлежит сделать для того, чтобы достойно, благотворно пережить дни Великого Поста. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что постящемуся нужно более всего обуздывать гнев, приучаться к кротости и снисходительности, иметь сокрушенное сердце, изгонять нечистые пожелания, в милостыне показать великую щедрость, изгонять из души всякую злобу на ближнего. Постящийся с великим усердием должен творить молитвы и исповедание перед Богом. Святитель Григорий Паламы говорит, что пост и невоздержание возможно взаимно противоположны, так как жизнь и смерть. И заповедный пост является ровесником жизни и естества человеческого. И дан он от Бога Адаму в раю, изначально ради сохранения вложенной в него Богом жизни и божественной благодати. Невоздержание же является советом к смерти тела и души, и дано от дьявола Адама коварным образом через Еву с той целью, чтобы они отпали от жизни и стали чуждыми божественной благодати. И прежде всего надо простить, непременно простить всех своих врагов. Это трудно, но мы, Великий пост, можем провести как должно лишь тогда, когда наше сердце будет свободным от духа вражды. Это и трудно, это легко. Это трудно, когда живем, отдаваясь естественно природным склонностям. Это легко, когда с Божьей помощью мы осознаем себя искупленными Его святой кровью. Надо простить тем, кто нас обидел, кто нас оклеветал, кто сделал нам сознательное или бессознательное зло. Простить неформально, не поклониться в ноги, как требуется, а сказать прости.
а сердце будет каменным. Надо простить искренне перед Господом. Пусть вспомнит каждый из нас, что и мы страшные должники и оскорбители Господа. Святые Отцы учат нас, что сознание собственной вины всегда облегчает для нас возможность простить вину другого. И потому так действенно и необходимо прощение ближнего перед днями Великого Поста. Когда нам человек сказал резко, когда человек осудил нас, посмеялся над нами, отнял у нас, когда человек сделал нам какое-нибудь зло, если мы от всего сердца вспомним в это время, как мы Бога оскорбили, сколько мы Ему не додали, сколько у нас так называемых мелких, но на самом деле самых страшных перед Господом преступлений, нам будет легко отпустить эти обиды и грехи наших ближних. А потом нам надлежит решительно отстраниться от всякого лицемерия, всякого притворства, всякого фарисейства, всякой показной молитвы и благочестия. Надо явиться постящимся не перед людьми, а перед Господом. Правда, в наши дни редко кто рисуется своим подвигом постным, его чаще приходится скрывать, ибо сейчас в миру не столь почетно, сколь смешно, что православные христиане соблюдают свой закон. Если спросят о нашей вере, не будем лгать, не будем притворяться. Не будем притворяться перед теми, кто над нами засмеется. Будем поститься для Господа. Только тогда мы найдем в себе и достаточно силы, без всякого внимания оставить мирскую хулу и насмешки над нашей верой и над нашим законом, обретем силы не тщеславиться своим благочестием и постом, и перед теми, кто может за это возвеличить нас. У нас должна быть перед постом общая наша настроенность таковой, как об этом говорится в конце сегодняшнего евангельского чтения, где нам повелевает Господь не собирать сокровищ на земле, а собирать их на небе. Ведь все мы знаем, что жизнь наша здесь на земле есть единый миг, что мы воистину странники, которые на недолгое время находимся лишь здесь на земле, а потом пойдем дальше. С чем же мы туда пойдем? Почему мы столько нагрузили на себя для того, чтобы пожить здесь эту временную жизнь? И почему мы так опустошили себя, чтобы нам что нам не с чем идти туда? Как это все ясно для разума и как все это трудно, чтобы стало нашей жизнью. Воистину, это обольщение бессовестное. Перед Великим Постом повелевает нам Господь всеми силами души своей вспомнить эту тщету и ненужность наших земных забот и всеми силами, какие только есть у нас, устремиться к горнему, к вечному, к делу нашего спасения. Бог есть любовь, и более всех всесожжений жертв Он требует от нас взаимной любви, который долго терпит, не мыслит зла, сорадуется истине, милосердствует, все переносит и никогда не перестает. Все мы грешны, не имеем любви, и потому виноваты друг перед другом, и потому нуждаемся в прощении. Святая Церковь призывает нас сегодня познать самого себя, смысл своей жизни, свое греховное состояние и обратиться к тому врачеванию, которое предлагается нам в наступающие дни Святого Великого Поста. Церковь хочет, чтобы каждый из нас уразумел, что получить прощение можно только тогда, когда прощаешь других. И спрашивание себя прощения и прощения другого свидетельствует о нашей вере в Евангелие, о нашем христианском смирении, незлобии, миролюбии. Напротив, нежелание простить и быть прощенным показывает наше маловерие, гордость, самомнение, непокорность Евангелию, противление Богу, согласие с дьяволом. Просить прощения нелегко. И прощать, прямо скажем, трудно, но это необходимо, чтобы самому быть прощенным. Мы пребываем во грехе. По этой причине мы завидуем, ревнуем, клевещем, раздражаемся, оскорбляемся, долго носим в сердце малейшую обиду, долго помним зло. Такое состояние иначе не назовешь, как тяжким недугом. Но против сильного недуга должно быть сильнее средство. У нас оно есть.
Злобе человеческой противоставлена бесконечная благость Божия. При помощи ее возможно победить всякое зло в себе и в других. Тому, кто прощает грехи ближнему, Господь обещает прощение и помилование. Милостивые помилованы будут. Непримиримой же злобе угрожает праведный суд Божий и вечная мука. А вот обращение ко всем нам святителя Иоанна Златоуста. Возлюбленные, ни о чем не будем так стараться, как о том, чтобы быть свободными от гнева и примирить с собой тех, кто враждебно относится к нам. Ни молитва, ни пост, ни приобщение таинством, ничто другое не в состоянии будет защитить нас в день суда, если мы будем помнить зло. Поэтому не погрешит тот, кто называет этот грех тягчайшим из всех грехов. Ни от чего так не отвращается Бог, как от человека злопамятного и хранящего гнев. А святитель Игнатий Брянчанинов пишет: верный признак отпущения нам грехов состоит в том, когда мы, ощутив в сердце нашем, что мы точно простили ближним все согрешения против нас, составление нами согрешений ближних нашим есть признак, оставление нами согрешений ближних нашим есть признак, что Дух Божий вселился в нас, управляет волей нашей. Прощать своего обидчика врага – это не унижение и малодушие, а милосердие и великодушие. Нелицемерный признак любви – прощение обид. Часто случается, что вчерашний враг становится лучшим другом того, кто искренне прощает его, молится за него и делает ему добро. Собравшись сегодня в святом храме, чтобы получить благословение Бога на предстоящий подвиг поста, принесем Богу достойный дар любви и все прощения. И тогда наши молитвы, пост и родение будут для нас очистительными и спасительными. Пусть нынешнее воскресенье будет у нас действительно прощенным. Простим, исполняя повеление Божие друг другу, наше взаимное согрешение и взаимное обиды. Простим и не устами только, а из глубины своих сердец, и постараемся хранить в душе этот мир друг с другом. Не нарушать его, подавлять свое самолюбие и в таком настроении, с такими мыслями и чувствами вступить в Святую Четыредесятницу и провести ее в мире, получив прощение всех наших грехов и спасительную благодать в таинствах покаяния святого причащения. Ей, Господи, царю, даже не зрите моя прегрешение, не осуждайте брата моего. Аминь. Простите меня, дорогие братья. Простите.